птица над крымской землей. Взлетел флаг России трехцветный. Сбывалась мечта на глазах, в раскатах весеннего грома стучали, ликуя сердца. Мы снова в России, мы дома. Это крымская весна, дух свободы в нас вдохнула. Это крымская весна нас домой с тобой вернула. Это крымская весна на века непобедима. Крымская весна, наш великий праздник Крыма. 18 марта 2014 года в Москве был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Этот день стал торжеством исторической правды. Каждый год, 18 марта, вся страна отмечает Крымскую весну – день возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. На Комсомольской площади столицы Якутии состоялся митинг-концерт в рамках Всероссийского фестиваля «Крымская весна» под лозунгами «За мир», «За Россию», «За президента», «За наших». На митинге выступил глава Республики Саха Айсен Николаев. Земля Крыма обильно полита кровью ее защитников и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную войну, и среди них тысячи и тысячи якутян. Уже свыше 100 лет в Севастополе есть улица Якутская. У нас здесь, в городе Якутске, улица Севастопольская появилась 8 лет назад. И, конечно же, мы все понимаем, что тогда восторжествовала историческая справедливость. Сейчас этот день мы отмечаем в непростой обстановке. Наши вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию, которую начал наш президент, чтобы защитить жизнь и здоровье простых людей, которых 8 лет убивают за то, что они просто говорят на своем родном языке. Мы сегодня на Донбассе и на Украине защищаем будущее нашей страны, будущее наших детей и внуков. И на нашей стране справедливость и правда. И это значит, что мы обязательно победим. Сегодня западные страны объявили нам экономическую агрессию. Они надеются поставить нас на колени, сломать нашу волю, отвергнуть нас от наших истинных ценностей. Но нас, россиян, нас, якутян, этими санкциями не победить. Мы никогда не станем на колени, мы никогда не сломаемся перед внешними угрозами. Дорогие друзья, я искренне благодарю вас за всех, за то, что вы сегодня пришли сюда. Люди разных возрастов, разных партий, разных профессий. Этим мы выражаем свою поддержку нашему президенту Владимиру Путину, нашей стране, нашей республике. Дорогие друзья, всем желаю здоровья, новых побед! Тургурдун Сахайре, Тургурдун Улу Россия! Дойдумутугар Улу Россия! Беги республика Матыгар Сахайрегер! Президент Матыгар Владимир Путин на Уруй! 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 Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что в эти дни город и Якутия не только празднуют Крымскую весну, но и выражают свою поддержку жителям Донбасса. Ровно 8 лет назад, в 2014 году, жители Крыма и Севастополя на народном референдуме приняли решение. Единственное правильное решение – быть с нами, быть со всей Россией. Уже 8 лет мы видим, как продолжается притеснение и нацистские движения против людей, говорящих с нами на одном языке, против наших людей. И сегодня решением нашего президента Владимира Владимировича происходят исторические события. Мы наводим порядок и денацифицируем, демилитаризируем людей, которые ведут неправильные политические решения, неправильные общечеловеческие решения против наших людей на Украине. Поэтому мы сегодня, находясь здесь, выражаем наше
глубокое почтение, уважение нашим бойцам, которые ведут операцию на территории Украины, которые защищают людей, детей, женщин. Мы выражаем поддержку нашему президенту. Мы за мир, мы за Россию, мы за президента. Давайте все вместе выразим поддержку нашему президенту, нашим бойцам и поблагодарим их за то, что они сегодня наводят порядок. Вместе! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! 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 Все выступающие выразили поддержку президенту России, проводимой специальной военной операции на Украине против неонацистов. Поддержали митинг своими выступлениями народные артисты Республики Саха Алексей и Екатерина Егоровы, народный хор русской песни «Раздолье», исполнители Айгалан, Сайсарыко, Кюннейко, Константин Степанов, Андриана. Сегодня я выступаю не как певец и петь не буду. Сегодня я выступаю как человек, который болеет за свою страну. Сегодня, ровно 8 лет тому назад, 14 марта 2014 года, свершилось историческое событие. Крым и Севастополь присоединились в Россию. Они сделали главный свой выбор за мир, за справедливость и за развитие. Но, к большому сожалению, сегодня мы празднуем этот знаменательный день не в простых условиях. Уже 8 лет Россия под санкциями. 8 лет бомбят Донбасс. И сегодня наши ребята там решают эти проблемы. Они борются с этим нацизмом. Они на самом деле борются за наш мир, за мирное небо над нашими головами. Это мы должны понимать. Они борются там за правду. И они должны ощущать нашу поддержку здесь. Они должны ощущать это, они должны понимать, за что они борются. За правду они борются. В правде сила. Бүгін доктор. Культурага, спортка санкции белгілеген тұралдар. Объявили санкции спорту и культуре. Такого никогда не было. Сегодня отменили голливудские фильмы. В кинотеатрах нечего показывать, они так думают. Пока да. Пока да. Но есть и обратная сторона медали. Значит, мы будем развивать собственную киноиндустрию. Будем развивать собственное кино, отечественное, наше республиканское кино. Я хочу процитировать Андрея Савича Борисова. Как он говорил это всегда, даже тогда, когда я работал в театре еще, в качестве актера. В театрах, на площадях, в кинотеатрах, на стадионах куется нация. Она ходит туда толпой, превращается в публику, а выходит уже народом. Нурапа тугар, дойдувут тугар, Россия тугар, урай! 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 Индигилях молока, киржик тугар, бранигина доктор! Выступление Алексея Егорова-Эркёна, члена Общественной палаты Якутии, стало яркой поддержкой всероссийского фестиваля «Крымская весна» под лозунгами «За мир», «За Россию», «За президента», «За наших» жителями Республики Саха. За мир! За Россию! За президента! Ура! Великая Россия, мы единая страна, наше братство, наша сила, наша гордость Родина. Много нас, миллионы, будет опять сократим, только вместе мы Россия, наш народ не разделим. Якутяне поддержали крымскую весну митингами и автопробегами по городам и поселкам Якутии. Жители Гагаринского округа, городского округа город Якутск, поддержали автопробегом по дорогам округа Всероссийский фестиваль «Крымская весна» с флагами своей родины – Российской Федерации. Проезжая улицы округа, участникам автопробега встречные автомашины отвечали своими сигналами, пешеходы приветствовали автоколонну.
И сегодня жители Гагаринского округа с радостью поддержали инициативу нашего президента и ударили автопробегом по Гагаринскому, по нашим дорогам, по территории Гагаринского округа. Мы проехали улицы Курнатовского, Можайского, Севастопольская, 50 лет октября. Тем самым выразим поддержку инициативы нашего президента и акции, которая прошла по всей России. За мир, за Россию, за наших. 25 человек на своих автомобилях. Почему вы участвуете в этой акции? Потому что я патриот. Мы за Россию. Это незабываемое ощущение. Ну а почему вы в этой акции участвовали? Поддерживаем вооруженные силы России. А как иначе? Наших российских бойцов это нелегкое и трудное время для них. Мы, потому что все едины. У нас дух единства. Россия вперед. Мы в первых рядах, потому что мы за мир, за дружбу, за солидарность. Ну, конечно, очень приятно, что с каждым годом это становится не просто традиционно, а с каждым годом это все больше и больше трогает людей. Люди чувствуют это ощущение праздника, потому что я помню, тогда, 8 лет назад, я же был в Севастополе, видел, как это все происходило, и как быстро сориентировались наши казаки. Тогда же, это, собственно говоря, тогда-то была территория Украины, Крым, Севастополь, но как мощно, быстро казаки взяли все в свои руки, и вот это произошло бескровно, и для меня было поразительно, что тогда на этот референдум, вот я видел, как старушки шли, крымчане. Вот и мне бабушка одна сказала: я никогда в жизни не ходила на голосование, когда была Украина. А сейчас настолько тяжело стало жить при Украине, что вот я бы поползла, если бы я не смогла идти, потому что мы должны быть частью России. Вот это было очень трогательно тогда в Севастополе.